Участники нашего вебинара, родители, педагоги, все заинтересованные в тематике нашего сегодняшнего вебинара, который звучит как «Традиции семьи Коми народа через призму изобразительного творчества». Как и обещала вам в прошлый раз, сегодня на наше мероприятие пришли педагоги Центра вдохновения. Центр дополнительного образования детей «Вдохновение» работает уже по данной проблематике многие годы, то есть занимается духовно-нравственным просвещением, непосредственно работает с родителями, изучают дети с педагогами вместе коми-культуру. И сегодня с нами Унгефук Ирина Николаевна и Овчинникова Валентина Ивановна. Ну и меня, наверное, уже знаете, Ванда Цветановна Попова, являюсь социальным педагогом этого же центра. Наши педагоги сегодня покажут вам небольшой мастер-класс по изобразительной деятельности в контексте коми-национальных традиций. Унгефук Ирина Николаевна руководит объединением, детским объединением под названием «Живопись». И Овчинникова Валентина Ивановна руководит объединением «Радужные краски», а также фотодизайн. Поэтому это уникальная возможность для родителей познакомиться еще с педагогами, которые развивают творческие способности детей, которые учат детей фантазии, творческому воображению, мышлению. В общем-то, все такие навыки замечательные, которые прививаются детям. Ну и с нами сегодня в конце нашего эфира будет подключаться еще, как по нашей традиции, священник, отец Максим Стыров. Он также является кандидатом экономических наук и в миру старшим научным сотрудником Коми-научного центра. Поэтому надеюсь, что наш сегодняшний вебинар будут слушать именно те люди, которые занимаются и изобразительной деятельностью, и которые, конечно же, для которых очень важно воспитание детей в семье. И как на примерах традиционного быта, как помочь детям вырасти достойными гражданами нашего замечательного Отечества. И поскольку мы все живем в Республике Коми, мы очень понимаем, что история и все прошлые традиции, они несомненно важны для нашего сегодняшнего настоящего времени, потому что все, что в прошлом, оно имеет свою историческую оценку, значение, и, соответственно, мы должны обязательно опираться на опыт прошлых поколений. Для нас Коми-семья – это семья, конечно же, богатая традициями, это уникальная семья, которая собирает под одной крышей несколько поколений. Чаще всего это многопоколенная, многодетная семья. И сегодня мы с вами рассмотрим не только, может быть, какие-то такие вот обрядовые стороны нашей коми-культуры, но и также рассмотрим православные традиции. И для нас будет очень важен период, когда на Коми-землю пришел святитель Стефан Пермский, просветитель коми-зырян. Что же изменилось, что произошло? И мы больше, конечно, сегодня будем рассматривать дореволюционные традиции крестьянской семьи. Рассмотрим сегодня образ женщины, коми-женщины, коми-зырянки. Почему для нас именно образ женщины – это, можно сказать, и связь между поколениями. Она создавала свой собственный мир, очень богатый, и, конечно же, этот мир она старалась передать все самое лучшее своим детям. Это строгая, это, как правило, сдержанная в эмоциях женщина, которая всегда несла порядок и старалась оберегать от всякого зла всех своих домочадцев. Не случайно мы сегодня остановимся на костюме коми, традиционном костюме. Конечно же, это особое значение имеет ижемский национальный костюм. Он включает в себя и разнообразные орнаменты. Мы рассматриваем, конечно же, ткань, из которой шились эти костюмы. Это обычно льняные такие вот ткани, сделанные домотканным путем, то есть путем, значит, качества. И здесь это все трудовые навыки, которые впитывали с молоком матери дети. Это было очень важно.
И сегодня один из вопросов, который мы будем рассматривать, это коми-свадьба. Почему же именно этот вопрос мы решили затронуть? Потому что именно подготовка к свадьбе происходила в течение многих лет. Еще в детстве девочка и мальчик в том числе, конечно же, старались подготовить к себе будущей совместной семейной жизни. А родители строго соблюдали все нормы и правила для того, чтобы показать, как же, кем же должен вырасти, кем же должен стать в семье отец или мать. Как же они должны себя подготовить к взрослой жизни. И здесь, конечно же, женщина, она как хранительница домашнего очага сравнивается то с павой, то с утицей. Это говорит о том, что ее костюм, национальный костюм, это сарафан чаще всего. И сшит он не только из таких вот красивых, может быть, теплых тонов тканей, но это еще и украшение, обязательный атрибут коми-национального костюма. Когда женщина оставалась дома одна, а муж уходил на долгое время на охоту, конечно же, ей приходилось все взять на свои хрупкие плечи. И весь быт, и все попечение о домочадцах ложилось на плечи женщины. Поэтому, может быть, она, несмотря на то, что ее такой суровый взгляд, сдержанность в эмоциях, она, тем не менее, очень по-доброму относилась ко всем домочадцам. Не в чести было ругань, распри, ссоры. Конечно же, одного слова иногда было достаточно для того, чтобы дети услышали и послушались. Вот такие вот укорененные традиции коми-культуры сегодня очень было бы полезно воспринять и нам в наших семьях. Очень интересная особенность коми-национальной культуры связана с изготовлением кукол. Девочки с раннего детства не только играли куклы, но и шили тряпичные игрушки самостоятельно. Это были очень интересные материалы, которые можно было использовать. Ну, мы, конечно же, сегодня тоже можем использовать эти материалы. Это и дерево, и бумага, и солома. И это же, конечно же, все подручные материалы, которые могут помочь девочке в изготовлении этой тряпичной куколки. Считалось у коми-национальной традиции, что ткани, из которых изготавливалась кукла, должны быть обязательно новыми. Нельзя брать ткань, из которой кто-то уже сшил одежду и ее носил. Коми, конечно же, очень многие воззрения их имеют именно такие языческие корни. И очень часто связаны были с темными силами, с духами, а может быть, где-то заговорами и какими-то вот такими особенностями, которые, к сожалению, на сегодняшний день уже по изучению некоторых социологов считаются уже некоторые языческие обряды уже устаревшими, потому что сегодня мы говорим больше в контексте православной культуры и, конечно же, говорим о верованиях совершенно с других уже позиций, с истории нашей православной культуры и церкви. И сегодня мы на это внимание тоже еще раз ваше обратим. Хотелось бы сказать, что девочка и мальчик к 18 годам уже практически были готовы к вступлению в брак. И родители жениха подыскивали невесту. Бывало, свадьба длилась 2-3 недели и включала в себя и сватовство, и рукобитие, и девичник, и венчание в церкви, и пир в доме невесты, и в доме жениха в день венчания, и укладывание молодых спать. То есть вот такие обряды сопровождали коми-свадьбу. Но прежде чем посвататься, конечно же, зазывали сватов. Это рукопожатие, это некоторые причитания, слова определенные. Например, говорят, телицу я высматриваю, и покупать пришел. Вот с этих слов и начиналось сватовство. Сваты, получив согласие родителей жениха, через несколько дней приезжали на рукобитие, обряд согласия на брак. Сторона жениха привозила рыбный пирог, а родня невесты варили брагу и стряпали пельмени. В этот же день договаривались и о свадьбе, и о приданом.
Свадьбу назначали через 5-6 дней. Все оставшееся до свадьбы время подруги невесты жили у нее в доме и вместе с ее родственниками готовили приданое. В чем же заключается смысл приготовления приданого? А это, конечно же, трудовые навыки. Это все навыки труда, которые зарождались в семье и в быту, и которые нужно было необходимо передать. Потому что именно подготовка к свадьбе – это еще и некие такие вот ритуалы, которые связаны были с прической. Девичья коса, она всегда была одна сплетена, а замужняя женщина уже носила 2 косы. И вот перед венчанием, перед вступлением в брак проходил девичник, и коса расплеталась, ее мыли в бане, и в этот день подружки начинали причитать. На другой день за невестой приезжал свадебный поезд. В зависимости от того, какое было состояние у семьи, зависело количество вот этих упряжек. Ну и дружки жениха, обвязанные полотенцами, ехали верхом впереди свадебного поезда. У коми зырян и у коми пермяков вместо дружки занимал колдун, в обязанности которого входило не только руководство церемониями, но и охрана брачующихся от воздействия злых сил. Подъехав к дому невесты, ворота которого, как правило, закрыты, жених и его друзья поднимали стрельбу, кидали через забор деньги. И вот сколько же всяких разных традиций мы видим, что за этим скрывалась, конечно же, щедрость, такая открытость, простодушие. И невеста жениха, она не только должна была уметь исполнять некоторые обрядовые стороны, она должна быть полностью готова к трудовым обязанностям. Уже в день свадьбы молодой снохе необходимо было показать свою сноровку, как она умеет прясть, шить, доить корову, чистить хлев, носить дрова, убирать в избе. И вот так молодая жена начинала свою жизнь в семье мужа. У коми женщин был очень сильный характер. Об этом нам говорит и изобразительные наши картины, фотографии, которые вот мы с вами сегодня тоже посмотрим. И характер коми женщины чаще всего менялся с приходом и рождением детей. Конечно же, рождение детей – это солнышко, которое озаряет семейный быт. И сегодня мы с вами познакомимся с тем рисунком, через который, через солнце, каким образом можно просмотреть не только коми-натуру, коми-характер, но и быт, и орнамент, и все, может быть, сопутствующие элементы вот этой жизни в селе. Как же очень огромное значение придавали в коми-традициях, в коми-традиционной культуре рождению ребенка. Как же ребенок появлялся на свет? Это тоже различные архаичные взгляды на потустороннюю природу ребенка, они предусматривали именно такой подтекст, как оберечь от сглаза. Поэтому очень много мы говорили на прошлом с вами вебинаре о обереге. Да? То есть в коми-традиционной культуре, конечно же, и православный крестик, он также считался наравне одним из оберегов. И мы понимаем, что уже православная культура внесла свои коррективы, то мы говорим, что крест, конечно же, это некий символ распятия Иисуса Христа, и это символ вечной жизни, и это не просто оберег, да, это и умение нести крест в собственной жизни, то есть уметь переживать все испытания достойно, преодолевать трудности. И, конечно же, если мифологическая наша культура несет нам понятие оберег, то мы с вами уже должны понимать, да, то есть то, что в коми-культуре сохранилось и до наших дней, и в принципе все эти традиции, они имеют место быть и в современном нашем селе. Но обряд рождения ребенка, он начинался задолго до родов. Родители старались передать благопожелание. Что же такое благопожелание? Это доброе напутственное слово, которое будет отражаться на всей дальнейшей жизни ребенка. Благопожелание – это желание добра на всю оставшуюся жизнь.
Как уж умели наши предки передать это все, это, конечно же, наверное, сила слова, это магическая сила слова, так же, как и сила проклятия, она тоже имеет место быть. Если ребенок проклят своими родителями, то считалось, что до конца жизни он будет нести этот груз несчастья в своей жизни. А вот благопожелание – это всегда это на благополучную, многодетную, на долгую, на счастливую жизнь. Ну, все ритуалы, которые связаны с рождением ребенка, чаще всего сопровождались, опять же, причитаниями, заговорами, различными словословиями. Именно проходили роды в бане. То есть роженица должна была обязательно пойти босиком, помыться в бане, и перед родами она должна очиститься. Ну, по поверью, что, конечно же, сам факт беременности – это особая такая сила, особая ноша, которую необходимо было вынести достойно. И, конечно же, мы все понимаем, насколько это серьезно подготовка к вступлению в брак и насколько важна подготовка к рождению человека в мир. Вот эти два, можно сказать, важных момента в нашей жизни, они до сих пор остаются, может быть, до конца еще не изучены, но тем не менее мы понимаем, что современная женщина, она также должна готовить себя и к вступлению в брак, и к рождению детей. Поэтому по поверьям разные приметы были, которые повещали о том, кто должен родиться, мальчик или девочка. Много об этом я говорить сегодня не буду. Наверняка многие из вас знают, что такое повивальная бабка, да? Что, в общем-то, для каждой женщины это являлось честью быть повивальной бабкой, принимать роды. А также очень большое значение в коми-традиции имело значение крестная мать. Крестная мать или так называемая вежень. И считалось, что крестная мать, она, может быть, где-то в большей степени даже отвечает за судьбу своих крестных детей, нежели родная мать. И ответственность у нее перед Богом даже выше за то, как человек пройдет свой путь. Ну и можно еще здесь, конечно же, вспомнить о том, что родившегося ребеночка повитуха подхватывала на руки со словами. Они звучат на коми-языке, из перевод именно, я бы сейчас сказала, что «Благослови Христос, долголетие и счастье, выживет пусть». Вот такими словами принимали ребеночка в мир. До процедуры крещения ребеночек лежал голым, укрытым лишь старой пеленкой. У коми-старообрядцев бытовал запрет на кормление некрещенного ребенка грудью. То есть крестить ребенка необходимо было практически с первых дней жизни. Таким образом, ребенок не только готов был стать, как говорится, жителем земли, но и становился принадлежащим к церкви, православной церкви Христовой. Вот такие вот верования и традиции существовали в наших коми-крестьянских семьях. Конечно же, коми-крестьянский быт, он несколько отличается, может быть, от нашей традиционной русской крестьянской семьи. Есть определенные особенности, но вот крестьянская нравственность и все нормы поведения требовали безусловного уважения родителям на протяжении всей своей жизни, почитания родителей. Дети обязаны были во всем слушаться, покоить и кормить во время болезни и старости. И, конечно же, зависело от того, каких детей воспитал человек, зависела его и благополучная старость. Дети, достигнув совершеннолетия, должны покоить и ухаживать за родителями и давать им приличное содержание, и всегда оказывать им почтение и повиновение. На обязанности детей честно похоронить родителей и поминать их. Вот практически, вот она и вся жизнь, от рождения и зачатия до упокоения. Жизненный путь человека, он, конечно же, увенчан различными испытаниями. Но от кого зависит, как человек пройдет эти испытания? Конечно же, от его нравственного выбора. Какой выбор он сделает?
и, соответственно, его свобода, она данная Богом, всегда поможет человеку в тех или иных трудностях. Для этого мы с вами изучаем историю, культуру, самобытность, характера и те особые, может быть, завещания, которые нам переданы нашими предками. Вот сейчас эту же тему продолжит Валентина Ивановна. Я с радостью передаю ей слово и надеюсь, что Валентина Ивановна вот как раз еще не только расскажет, но и покажет вам на различных примерах. Пожалуйста, Валентина Ивановна. Всем здравствуйте. Я вам больше буду показывать детские рисунки, поэтому эти рисунки не дословно исторические, а немного образные, так как это рисуют дети именно в возрасте от 7 до 12 лет. И на первом слайде вы видите фотографию коми-семьи. Она была большой, и коми-семья, главное слово, имел старший мужчина в семье. Чаще вот мужчина уезжал, так как в лес на охоту, то и жена тоже могла иметь как бы последнее слово в семье. И традиционным досугом молодежи были обычно посиделки. В этом рисунке вы видите коми-деревню и на рисунке элементы из росписи вычегодской. И обычно вот девушки приходили с прялками, готовили себе приданое. И за песнями, разговорами они узнавали друг друга, знакомились. А парни вот чаще приходили с гармошкой. Вот посиделки — это место встреч влюбленных. Также в Коми любили очень праздники, и в каждой деревне был свой особый праздник, куда съезжались не только жители своей деревни, но и соседних деревень. Хоть и вот каждая деревня имела свои посиделки, где знакомились молодые девушки и парни, только инициатива при заключении брака все равно исходила от родителей. Невесту подбирали либо же из своей, либо же из соседней деревни, и родители невесты и жениха уже обычно знали друг друга, положение своей семьи, ну не только своей семьи, но и родственников семьи. Как бы вообще знали, кто это, какие это люди. И прежде чем вот отправлять сватов, узнавали через посторонних или через родственников, готова ли, согласна ли невеста выйти замуж. И иногда жених сам заранее узнавал. Вот выпущенная коса, как уже Ванда Цветановна говорила, это признак незамужества по коми, ныв, девушка ныв. А вот когда она уже становилась женщиной, то волосы прятала за платок, и это уже ань, уже называли женщину. Также вот в коми-культуре много вот внимания уделяется вот и в поэзии коми-косе, и оплакиванием. Свадьба прежде всего сопровождалась оплакиванием, невеста много плакала, и если у нее даже не получалось плакать, то специально звали обученную женщину, которая причитала и плачем вот помогала невесте уже. Вот. В следующей работе, это тоже детская работа, рисовал работу мальчик, сенокос изображен на рисунке. И сыновья обычно вот после женитьбы продолжали жить своими родителями, и поэтому родителям жениха было выгодно получить новую рабочую силу, что ли, к лету, если, как правильно сказать, то это были ведь крестьянские семьи, а родители невесты, наоборот, не хотели летом выдавать замуж, потому что им тоже в своей семье нужно было трудиться. И чаще вот свадьбы играли в октябре уже, когда все работы в основном готовы были. Вот еще один рисунок. Это тоже как бы через рисунок дети показали хозяйство домашнее. Так, элементы использовали: это дома, ковры тканые.
А вот свадьба у Коми была громкой и долгой, так как нужно было два рода должны были соединиться, поэтому свадьбы играли долго, познакомиться ближе друг к другу. А вот рождение и крещение ребенка проходило втихомолку больше, в отличие от свадьбы. И чаще в Коми семьях радовались рождению мальчика, потому что нужно было для семьи много работать. А девочки, ну, тоже были рады, но девочке нужно было еще и готовить приданое. И женщина в семье обучала девочек вот все вот то, что женские вот работы делать. Хотя и они, женщины, тоже и работали в поле, но как бы создание вот приданого, вообще домашнего вот этого декора, это учили женщины уже своих дочерей. И узорные пояса были непременным элементом приданого. Обычно их ткали широкие пояса на ткацком станке. В каждой семье был этот ткацкий станок. И вот когда невеста семье мужа дарила пояс, то это имело смысл, что она привязана к этой семье и желает им только хорошего. Также на ткацком станке женщины ткали полотенца узорные и дорожки, ну, по Коми Джордж-Терра называется. Мальчика тоже учили с младенчества, ну не с самого младенчества, а уже с 4 лет примерно уже начинали учить как бы больше промыслом, это охота и рыбалка. А вот еще рисунки с детьми много рисуем дома, вообще традиционное жилье Коми, и в переводе дом означает керка. Это вот зимний вариант. Занимались воспитанием детей обычно сами дети же, старшие дети, потому что родители работали, либо же бабушки и дедушки. Ну, тут рисунки более современная семья, и обычно бабушки и дедушки рассказывали про свой род. Как бы их предназначение еще было рассказать про кто был в семье, вот свою родословную передать детям. Тут уже занятия мужские показываются, как вот в первом рисунке рыбак рыбу ловит, а во втором отец учит сына, ну, вместе совместно занятия. Тоже рыбалка. Когда вот с детьми рисуем темы, то еще и обращаем внимание на природу, тоже показываем особенности Коми природы. Ну, это уже ближе вот Печора, вот река. Это охота. Рисовал мальчик, потому что, ну, мне как на занятии обычно мальчики рисуют то, что делали мальчики, а девочки обычно рисуют то, что, чем занимались девочки. Вот этот рисунок рисовала девочка. Коми очень вот верили в приметы природные и соблюдали их тоже. Ну, скорее всего, это тоже сказывается, потому что они близко жили к природе. Тут тоже уже это больше современная семья. Лес, вот, для них большое значение, вообще дерево, вот, имела в виду. Еще на занятиях мы рисуем и северных Коми, которые вот в тундре, ближе к тундре живут. И тоже вот мальчики рисуют вот рыбалку, и мальчиков как бы, а девочки там с совушкой могут нарисовать рисунок, ну, либо просто вот красивой малицы. А тут Коми семья. Мальчик изобразил папу с сыном, как они рядом с оленем, а вдалеке мама зовет их на обед. Еще вот Коми, они верили, с приходом Стефана Перского верили в христианство, только они параллельно еще и были немного суеверными. Но свой вот труд они всегда с праздниками как бы сопоставляли, и никогда в православные праздники не работали. Например,
вот земли. Ну, подготовка у Коми начиналась зимой, и привести в порядок орудия труда нужно было до Благовещения. Потом в конце апреля, в начале мая выходили на пахоту, а в апреле-мае много времени отнимала работа на огороде. И в июне уже было-то относительно такое и спокойное время, а в начале июня у них сенокосная пора начиналась, и надо было доуправиться до Ильина дня, после чего продолжалась жатва до Успения. Там наступало убирать время с огорода, и успевали уже к сентябрю все делать. В общем, они, получается, праздничные дни православные все это соблюдали. Хотя и до этого они были язычниками, но с приходом Стефана они все, в общем, стало... Поменялись. Да, поменялись правила, да. На этом все, у меня это последний рисунок. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Очень теплые рисунки у вас, у ваших детей. Вот, наверное, эта тематика, поскольку вы сами ей прониклись, то и сумели научить и детей. Вот мы видим здесь рисунки, они передают и настроение, и характер где-то, может быть, вот этих домочадцев, и даже вот заботу друг о друге, вот то, что руки протянуты. И сам стол, да, это место, где семья может собраться вместе. Как нам не хватает сегодня вот этой дружной трапезы ежедневной, когда мы все вместе можем от трудового дня посочувствовать друг другу, поговорить и, может быть, сопереживать друг другу. Вот эта традиция, она замечательная. Валентина Ивановна, как вам удается вообще с вашими детьми именно достигать вот разнообразия вот такого, не знаю, как бы красок, что ли? Вот, то есть я вижу здесь такое сочетание очень красивое. Какие-то вот, может быть, у вас есть свои секреты? Ну, тут правила изобразительного искусства. Обычно, ну, почему красный? Потому что Пасха красная называют, вообще взяли за основу. Красный сочетается с зеленым, с золотым красивым. Обычно вот эти правила используем уже сочетание цветов. То есть красный красивый, да, как будто вот это вот такое вот образное выражение. Красная девица, еще в сказках у нас часто говорят, да, то есть это тот, действительно какой-то цвет очень символичный. Ну, благодарю вас, Валентина Ивановна. Сейчас мы передаем слово Ирине Николаевне, и она нам покажет свой мастер-класс. Здравствуйте. Я педагог дополнительного образования Унгифук Ирина Николаевна, преподаю объединение «Живопись». Рисование – это важнейшее средство эстетического воспитания, а художники в Древней Греции считали, что обучение рисованию необходимо не только для многих практических ремесел, но и важно для общего образования и воспитания. Современные дети активно осваивают виртуальный мир, и в то же время у них наблюдается снижение интереса к окружающему. В детском сознании стираются грани между добром и злом, красивым и безобразным. Еще Аристотель отмечал, занятие рисованием способствует разностороннему развитию ребенка. В своих уроках я использую также нетрадиционное рисование. То есть у детей это вызывает иногда восторг, им очень нравится. И в сегодняшнем занятии я тоже хочу представить несколько элементов нетрадиционного рисования. Итак, начнем. В настоящее время возникла необходимость в том, чтобы ребенок почувствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, страны, мира, возлюбил свою родину, пришел к пониманию и осознанию собственной неповторимости и значимости каждого человека, живущего на земле. Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитания, начиная с самого раннего возраста. Очень важно формировать у детей первые представления об окружающем мире, отношения к действительности и дать почувствовать себя гражданином своего Отечества. Нельзя познать культуру других народов, отказавшись от собственной. Образы природы сохранились постоянно в народном искусстве, поскольку мастера жили в окружении и зависели от ее сил.
Это многозначные символы народного творчества, помогающие художнику воплощать замыслы путем воплощения многих природных явлений и событий жизни человека. Наибольшее значение получил образ солнца. Здесь мы видим декоративно-прикладной образ в декоративно-прикладном творчестве и праздник. Также народные приметы. Коми-народ как тогда, так и сейчас очень бережно относится к природе нашего края. Наш народ уважает приметы, притчи и поверья. И здесь представлено несколько примет, которые мы с детьми на занятии обсуждаем. Они сравнивают, сходится у них в жизни это или нет. Допустим, если солнце вечером имеет ясный цвет, на завтра хорошая погода. Кольца вокруг солнца к дождю. Солнце садится в облака и смотрит сквозь ореол к продолжительному дождю и так далее. Круг солнца часто является основным мотивом узора. Порой в центре круга помещается цветок с 6 или 8 лепестками. Мотив круга иногда ромба или шестигранника с лучистыми и цветочным обрамлением. Хорошо известен по росписям севера. В наших северных краях солнышко редкий гость, и всем нам его очень не хватает. Поэтому люди изображали образ солнца на своих изделиях, но рисовали его каждый по-своему. Здесь у нас деревянная тарелочка, и элементы росписи совсем не сложны. Это прямые волнистые линии, капельки, точки. И каждый элемент и узор в целом рассказывал о жизни людей, их занятии в окружающем мире. Центр солнышка каждый мастер изображал по-своему. Солнце – это светлый оберег. Он, как солнце, защищает жизнь, согревает, защищает от нечистой силы. Этот орнамент используется в основном в районе Сысолы и Вычегды. В других районах Коми реже. Художественно-графический образ солнца в педагогическом процессе может иметь самые разные направления. Вот в нашем занятии как раз использовано 4 направления. Это первое – художественно-познавательное направление, когда учащийся обобщает в работе научные представления Солнца, осваивает новые художественные техники и материалы. Декоративно-прикладное направление – Солнце становится условным объектом, оно обыгрывается разными способами. Так, например, солнечные лучи могут превратиться в красивую волну, сделанную маркером. Также можно использовать другие материалы. Ватные палочки у нас будут использоваться и пленка пищевая. Живописное направление, где солнце рассматривается как часть пейзажа. Можно предложить ребятам изобразить на листе бумаги небо, которое может быть или утренним розовым, желтым или оранжевым днем, красным или бордовым вечером, когда закат. Художественно-образное направление. Солнце выступает в качестве изобразительной метафоры. Во всех культурах солнце является объектом устного народного творчества. В сказках, загадках солнце становится одушевленным и воплощается в разных образах. В нашей работе мы будем использовать такие техники рисования, как акварельная техника по сырой бумаге, техника с использованием пищевой пленки, точечная техника. Ну и необходимые материалы перечисленные, которые вы можете увидеть также на фотографии. Итак, начинаем. Лист я обычно приклеиваю малярным скотчем, потому что работаем мы по сырой бумаге, чтобы бумажка у нас хорошо лежала, не мялась, не шла волной. Простым карандашом мы обводим блюдце чуть выше середины листа и рисуем линию середины. На горизонтальной линии мы рисуем глаза, а чуть ниже нос и рот. Прорисовываем брови, щеки и убираем вспомогательные линии пластиком. Рисуем лучики и намечаем землю. Лучики мы можем разные рисовать. В данном случае волна у нас идет, но можно, кто-то захочет прямые лучи, кто-то пунктиром, тут уже дети сами выбирают. Заранее приготовим пищевую пленку, она должна соответствовать формату листа. После этого мы смачиваем лист бумагой и наносим цветовые пятна на сам лист и на круг. Ну, цветовые пятна должны соответствовать тому изображению, которое у нас есть.
Пятна, как я уже сказала, что могут быть разные в зависимости от того, какое состояние мы хотим показать. Если это вечер или утро, то и цвет мы берем соответствующий. Пятна должны быть яркие. После этого на сырой лист накладываем пленку и разглаживаем краску под ней. Если остаются у нас какие-то пробелы на бумаге, мы можем аккуратно приподнять пленочку, нанести снова краску и снова ее разгладить. Аккуратно снимаем пленку. Вот у нас получается такой очень красивый эффект. Красочка перетекает одна в другую. Лишнюю краску, лужицы мы убираем бумажной салфеткой. Теперь переходим уже к гуаши. Чтобы солнышко было ярче, я добавляю белую красочку в желтую. Вот у нас оно так засветило, стало более ярким. И мы рисуем по контуру, раскрашиваем сам диск солнца. Дальше мы рисуем тени оранжевой краской и намечаем землю. Глазки. У каждого ребенка он рисует свои глазки. Кто-то голубые, кто-то зеленые. Вот здесь у меня карие. Потом переходим к ватным палочкам. Дети очень любят этот способ рисования, потому что красочка у нас не растекается и точки получаются ровные. Мы начинаем декорировать наше солнышко. Ставим эти точки по желанию, где мы хотим. Может быть, какие-то украшения рисуем на солнышке. Хотим выделить какие-то детали. Допустим, вот здесь выделены румяна, да, щечки более ярче стали. На лбу у нас появился рисунок, бровки. Ну и также мы декорируем сам формат листа. Ну а здесь мы уже переходим к декорированию маркером графическим. Мы обычно с детьми всегда проходим элементы орнамента, и они уже его знают. Поэтому маркером они начинают создавать свой сюжет. Кто-то делает оленевода и оленей рисует, кто-то, как у меня, лес, речка. На моем рисунке можно увидеть лес, кочки с ягодами, лося, человека, рыбу, воду, а в небе много птиц. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Уважаемые родители, я надеюсь, что эти техники, нетрадиционные техники рисования, произвели сегодня на вас впечатление, и вы обязательно постараетесь выполнить рисунок с использованием этих техник. А сюжет для рисунка, надеюсь, что вам обязательно придет, и ваше творческое воображение тоже подскажет. Особенно для меня очень значимы элементы орнамента, да, с обозначениями. Вот эта табличка, которая у Ирины Николаевны была, это просто уникальная. Вот ее можно использовать, и обязательно будет хороший эффект. Уважаемые слушатели нашего вебинара, у нас наше время в эфире уже, так скажем, прошло достаточно незаметно для нас, для всех. Я надеюсь, что это было очень интересно и полезно. И сейчас к нам присоединится священник отец Максим Стыров, о котором я уже вам говорила в самом начале вебинара, для того, чтобы мы с вами перешли непосредственно к теме православной традиции на Коми-земле. Значит, Валентина Ивановна, можно поменяться, да, и отец Максим присоединится к нам. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы уже не в первый раз с вами здесь говорим о традициях, потому что традиция – это способ сохранения, передачи в народе чего-то чрезвычайно важного, то, без чего никак нельзя людям прожить. И
традиция и культура – это происходит все из представления людей, и не просто из представления, а из живого общения людей с Богом. Потому что Бог одновременно, Он всем нам присущ. Большинство людей без лишних доказательств знает о том, что Он существует. Но вместе с тем прийти к Нему – это великое искусство. Вот мы с вами изучаем разные, например, художественные техники, да, врачи изучают медицинское искусство, педагоги изучают педагогическое мастерство и так далее. То есть любое дело, оно не дается никогда просто так. Надо учиться несколько лет, а иногда, по сути дела, всю жизнь. Так вот, и общение с Богом – это величайшее искусство для человека, которое человек вот сам по себе просто так освоить не может. Он обязательно должен быть в традиции. То есть он обязательно должен принять вот тот опыт, который у него уже веками, тысячелетиями работает. Но при этом принять рассуждение, потому что не всякий опыт правильный. То есть много существует дорог, тропинок в духовном мире, и не все они ведут главной к искомой цели. Так же, как в лесу. Вот если ты заблудился, а мы здесь, по сути дела, люди на земле все заблудившиеся, то есть потерявшие это общение с Отцом Небесным. И вот в лесу ты заблудился, и много дорог. И широкая есть, и узенький, и сложный. Но только одна из них, она тебе придет туда, куда надо. Вот так же и с Богом. То есть много существует религий, но одна существует истина. Одна истина, которая ведет человека. Истина – это не просто какое-то тайное знание или догадки человеческого ума. Истина – это конкретная личность. Это Христос, который является Сыном Человеческим, таким же, как мы, не греха, и является Сыном Божьим. И вот эта традиция, святая традиция, она пришла и на коми землю, в том числе в XIV веке. До нас она дошла в XIV веке. Появилась она, можно сказать, из сотворения мира, потому что когда мы открываем с вами Библию, мы читаем о том, как вообще создан мир, как эти изначально отношения людей с Богом строились, почему они разладились, что было обещано, и как потом шла человеческая история. И вот 2000 лет назад в Вифлееме родился Спаситель, и после его распятия, вознесения на небо, сошел на апостол Святой Дух, так родилась Церковь Православная. В X веке она дошла до России, посвятила Русь, тогда еще совсем маленькую. В XIV веке вот Стефан Пермский посвятил свою жизнь тому, чтобы коми народу донести вот это вот божественное откровение. Этим, конечно, не закончилась миссионерская деятельность, она пошла дальше, потому что Русь тогда еще не была такой большой, как сейчас. Вот. Она осваивала дальше и азиатские народы, сибирские народы, в основном силой любви, силой смирения, то есть без оружия, без насилия. Хотя и были отдельные эпизоды, больше это как бы для безопасности, для усмирения каких-то бунтов. Но в целом, то есть вера, она неслась вот делами, самими делами веры. Вот вчера, например, я читал о том, как алеуты принимали веру. Вот Иннокентий, святитель московский, как он им деликатно, как он им мягко, как он, живя с ними множество лет, как он их подводил к вере. При этом народ, вот, например, алеуты, как и в свое время коми народ, это ведь был народ с очень глубокими традициями. Их, скажем, там традиции держать слово, они поразительны для нас. Сегодня люди совершенно уже забыли такие вещи. Потом приводит пример о том, что они ему пообещали дать рыбу с собой, и он потом на какое-то время уплывал, уезжал, и забыли ему эту рыбу положить, вот, а у них потом настал голод. Но поскольку не пообещали, эта рыба уже была обещана ему, несмотря на голод, несмотря на то, что дети умирали от голода, эта рыба так и осталась лежать. И до его следующего приезда, понимаете? То есть вот такая сила слова. Таких примеров множество. Вот. Но несмотря на вот эту сильную народную традиционность, да, как мы сейчас говорим, языческую, потому что всякий народ, знаете, он свои имеет правила, исходя из природных, географических особенностей и так далее, он не говорит об истине. Он говорит просто о том, как вот выжить. Да? Алеуты выживали так, коми выживали по-другому, южные народы, у них свои были традиции. А христианство, оно говорит именно конкретно по определенной истине. Вот. И он постепенно этот народ тоже просветил. Так вот, Стефан Пермский, когда пришел на коми землю, какое он очень важное понимание принес? Он принес понимание единства.
понимание единства. Потому что для языческого народа, для него вообще свойственно чувство вот такой, знаете, автономии. То есть вот защищенностью, что у нас есть определенные правила, мы должны жить по ним, и любой чужак, любое воздействие извне, оно нас разрушает. Поэтому надо спрятаться, надо закрыться, надо защититься. Поэтому, конечно, народ такой всегда обменивается чем-то, ну, скажем, там, торговые, да, и связи. Такой народ, естественно, тоже не мог совсем жить одиноким в этом мире. Вот он торговал и так далее. Вот. А культурно есть обмен. Но все-таки народ стремится к автономности. Это очень важный показатель языческого мировоззрения. А святой Стефан, когда пришел, он с особенной силой проповедовал веру в Святую Троицу. Хотя это очень сложно принять, даже современному человеку это сложно понять. Сегодня вот память Максима Исповедника, который, когда почитаешь, как он объяснял тайны Святой Троицы, я готов поспорить, что сегодня не всякий член-корреспондент или академик поймет его слова, а это 1500 лет прошло. Сложно было это проповедовать, но он это проповедовал. Почему? Потому что это истина любви. Это истина любви. Это истина в том, что мы должны быть все едины. Мы все должны быть едины. Никто не должен замыкаться, никто не должен прятаться, никто не должен жить своей жизнью. Все должно быть общее. Солнце общее, дождик общий, земля общая. И все должно быть общее. И есть истинная вера. У вас свои верования, у вас свои обряды, у вас свои традиции. А есть истина, которая общая для всех. Вот эту истину пришел проповедовать. И в этом единстве должно было сохраняться и своеобразие. Это очень важно. То есть мы будем все вместе, но если вы хотите говорить на своем языке, у вас свой язык, пусть он остается свой. Вам не обязательно принимать русский, греческий, там, латинский и так далее. Говорите на своем языке. Понимаете, вот это единство в многообразии. Не автономия с обменом, а единство, на первом месте единство, да, с сохранением своей индивидуальности. По сути дела, и люди все должны быть вот так. Они тоже, у нас все должно быть единое, мы все должны чувствовать себя одним телом, одним организмом, всеми мы братья и сестры все, действительно. Вот. Но при этом каждый сохраняет свой пол, свою внешность, свое имя, свои особенности характера. Вот с этой истиной пришел Стефан. Кроме народа, надо сказать, отозвался, то есть он принял сердцем эту веру, и он влился в Русь именно благодаря этому. И Россия сегодня, она как раз этим-то и сильна, что разные народы совершенно разные по языку и по другим своим обычаям, вот, они все-таки имеют единство. Имеют единство, то есть общая история, общая конституция, общие победы, во многом общая вера. И чуждые народы, которые были вот спрятаны от всего культурного мира, вот они вошли через вот эту миссионерскую деятельность, они вошли. Почувствуйте, как это важно, и как это назидательно для нас, для всех. Потому что мы сегодня тоже живем, вот как бы стараемся, каждый сам по себе. Да? Ну, конечно, мы ходим на работу, заходим в магазин, но в целом мнение такое, что вот это твои проблемы, это мои проблемы, это мои дела, в них не суйся. Вот. Девушка, дайте мне это, пожалуйста, все, я заплатил и пошел. И все. Понимаете, то есть вот такой только обмен, а моя жизнь, моя семья, моя крепость ни с кем не поделюсь. Вот. Стефан Пермский как раз принес нам другую веру, да, что все должно быть общее. Ну, любовь. Сказать одним словом, это любовь. Вот. Дальше что он принес? Он принес нам письменность. Потому что языческий народ, язычество в принципе, оно не нуждается в письменности. Оно имеет определенные мифы, сказания, легенды, сказки и так далее. Ему этого достаточно. Они хранятся достаточно долго, но вместе с тем, поскольку они на истину не претендуют, то они видоизменяются и так далее. А здесь важно зафиксировать божественное откровение. Важно изложить его на бумаге, чтобы, сохраняя его устным преданием, чтобы мы всегда все-таки вот сверяли, ну, потому что мы склонны же и забывать, искажать и так далее, что-то от себя добавлять, чтобы вот мы сверяли с первоисточником. Поэтому Библия как книга, да, она, конечно, подразумевает, предполагает наличие письменности. Это же связано со святыми отцами. Память народа неписьменного, она на самом деле очень недалека. Вот. Это обычно несколько столетий, ну там, конечно, помнят предков и так далее, но, вы знаете, языческая культура почти не имеет никакой догматики. Ну, то есть четких, ясных представлений веры. Я вот как-то раз общался с человеком, который вот, ну, говорит, что он такой практикующий язычник, даже куда-то ходит, там жертвы приносит. Я говорю, ну хорошо, интересно, вот расскажи, как вы веруете? Вот расскажи о сотворении мира. Что ты можешь рассказать о Боге? Какую? Сколько их, по-вашему, и так далее.
И вы знаете, а человек стал уходить в разговоры, я понял, что ему нечего рассказать, что нет никакой ясной, твердой веры. Есть только вот набор вот этих действий, которые возбуждают в человека определенные психические явления, а конкретно ясной веры нет. А у нас там и есть. То есть нам очень много что есть сказать о Боге, об ангелах, о сотворенном мире, о вечной жизни. Многие оттуда возвращались, рассказывали, что будет после смерти. Мы все это знаем, чуть ли даже не по ступенечкам можем написать. Все эти метафоры, которые приходит человек. Что будет на страшном суде, за что нас будут спрашивать, за что мы можем получить прощение, каков Бог по отношению к нам, что Он требует от человека, что Он ждет от человека, как Он пришел в этот мир, да, как Он сам стал человеком в Иисусе Христе. Вот это все у нас есть. Поэтому святых отцов мы должны читать. А это невозможно без письменности. Как бы мы сейчас читали, кто бы сейчас помнил труды Максима Исповедника спустя вот эти 1500 лет, ну, без малого там 1400. Сегодня еще память Максима Грека, святой Максим Грек. Это 16 век на Руси. Но он оставил же нам целую книжку «Духовно-нравственное поучение». Дословно, до буковки мы читаем, какой он применительно к своему времени. Он объясняет вот это божественное откровение. Он обличает, кстати, гороскопы, он обличает астрономию, вот эту не астрономию, а астрологию, да, вот это гадание по звездам, он обличает суеверие, обличает обрядоверие, в том, что люди вот что-то исполняют, верят в силу обряда, но не верят в силу милосердия. Золотят, например, какие-то принадлежности церковные, а нищими пренебрегают. За это, в том числе, он пострадал, за эти обличения. Вот. Письменность – это умение выражать свои мысли на бумаге. Это ведь очень сложно. Говорить проще, чем писать, потому что писать – это трудоемко, и там надо подобрать более емкие, более конкретные, более точные слова. Поэтому писать сложно, и детей в том числе надо это учить. Культура письма очень много говорит о человеке, даже больше, чем культура речи. Ну и вместе с тем письменность, она открывает нам еще очень важный посыл веры – это движение к совершенству. Потому что когда веры нет, то у человека возникает в основном такое, знаете, охранительное чувство. То есть только сберечь, только не менять, только вот как жили там предки, вот только вот ни на йоту не отступить. А христианская вера, она принесла людям науку в том числе. И есть, да, серьезные труды, которые показывают, что наука, хотя потом стала противопоставлять себя вере, но она стала возможной именно благодаря христианской вере. Потому что христианство расколдовало мир. Оно убрало из человека вот этот магический страх, да, перед миром, потому что человек не знал мира, не знал, как к нему подойти. А христианство из него этот страх убрало. Человек стал осваивать мир, исследовать мир, понимая, что есть Бог-творец, который все сотворил, и Он дал нам возможность тоже творить и тоже исследовать. Вот. И вот это развитие, тяга, стремление к совершенству, это все идет с христианской веры. Ну, еще кратенько скажем, что нам принесла вера. Понятие праздник. Сегодня у нас в нашем, прямо скажем, почти языческом мире праздник – это такой разгул. Знаете, когда вот человек может дать волю своим страстям, позволить себе то, что не может в другое время. Иногда это так и происходит, даже иногда стыдно посмотреть, как взрослые люди, благопристойные в обычной жизни, вдруг там напяливают какие-то маски, там кукарекают, и еще какими-то способами пытаются вот как-то излить свои внутренние переживания. Слово праздник происходит слово праздник, то есть пустой. То есть человек освобождает себя от повседневной работы, но освобождает не для разгула, а освобождает для богомыслия, для молитвы, для добрых дел. И каждый праздник православный он имеет очень глубокую символику, очень глубокий смысл. Это и Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, вот детей приводили в храм, да, например, Пасха, естественно, Преображение Господне. Да, они во многом перекликаются с явлениями природы, потому что Христос родился, солнце стало пребывать 25 декабря, да, по старому стилю. Вот. Иоанн Предтеча рождается 7 июня, мы сейчас отмечаем, что солнце начинает убывать, потому что он говорит, не надо умоляться, а Христу возрастать. То есть во всех праздниках это есть. Просто мы это забыли, надо вникнуть, надо изучить, надо понять. А это ведь все нам необходимо для того, чтобы внутренний наш мир духовный как раз воссоздать. Чтобы не было в человеке вот этой разболтанности, разнузданности, вот этой дикости, звероподобности. Чтобы человек как раз и окультурился, то есть стал богоподобным, Вот. Еще одна традиция – это церковь, само понятие церкви. Церковь, которая является собранием, люди собираются в храм, там где иконы, там где пение, там где священнослужитель.
Вот. Ну, стараются раз в неделю, да, конечно, лучше это делать. Вот. И при этом ощущают себя едиными со всей церковью. То есть единство епархии, единство митрополии, единство церкви поместной и так далее, и понимание, что мы часть Вселенской церкви, а не просто наша, как вот существует, говорят, например, коми-церковь. Да? У нас коми-зырянская епархия, это Кавказская, точнее, называется правильно епархия, но она часть русской церкви. Русская часть – это часть Вселенской церкви. Отношение к природе, мы уже сказали, да? Не страх и не обожествление, а освящение. Вот это очень глубоко, что человек должен понять, что он не потребитель. Сегодня, да, человек в основном разрушает природу, потребляет. Вот. А через веру начинает понимать, что он управитель в ней, он от Бога поставлен, чтобы ее освящать. Это изначальное задание было Адаму и Еве. И Адам нарекает имена животным, показывает эту власть над природой. Но что происходит через грех? Через грех человек эту власть теряет. Животные его перестают слушаться. Насекомые его жалят, хищники его грызут, ураганы его сметают. Почему? Люди прекрасно понимали, по грехам, и эпидемии в том числе, по грехам нашим. И поэтому через покаяние, особенно через освящение, природа вновь приходит в подчинение к человеку. Сколько мы в житиях святых такого видим, что лев, там, как смиренный ослик, воду возит святому, что и змеи, там, например, даже слушаются тех или иных повелений и так далее. То есть, когда человек освящается, смиряется перед Богом, то и природа смиряется перед человеком. И болезни бывают, что человека и не берут, и не трогают, потому что он освящается тайнами Христом, причастием святого тела и крови Христа. Ну вот последнее еще скажу, это про брак. В народной традиции, да, мы знаем, что во многих народах брак, он бережется как зеница ока. Но тут важно разобраться в мотиве этого. Он бережется как демографическая необходимость. То есть люди понимают, что вот если девушки будут с кем-то иметь отношения до брака, то это просто весь рассыпется народ и все погибнут. Поэтому женская девственность бережется, знаете, больше золота. Ну и, соответственно, мужская похоть тоже обуздывается. Вот. Но это больше соображение, знаете, выживаемости. То есть цели брака, вот, понимания его смысла все равно до конца нет, кроме как выживания. То есть это все-таки такое физиологическое, природное отношение. А вера открывает нам, что брак – это дорога к Богу. Брак – это школа любви. Поэтому также она относится строго, то есть она тоже категорически запрещает там, сожительство, измену, там, добрачные связи, извращения какие-то и так далее. Но она все равно дает человеку свободу. То есть она об этом говорит, но не заставляет. То есть никто не убьет человека. Вот в некоторых культурах, я вам скажу прямо, там, например, за потерю целомудрия там просто убьют. И никакая полиция не поможет. Вот. Убьют и все. И даже так все тихо, мирно, ну, как будто так само произошло. А вера, она об этом скажет, но дает человеку возможность самому понять, осуществить. Даже если он это нарушит, то или иное правило брачного поведения, то ему все равно через покаяние дается возможность исправления. Он может это исправить, потому что Христос пришел грешников спасти. Вот. И даже аборт, казалось бы, непоправимый грех, да, то есть человек убит, его уже нет, а все равно милостью Божией и его можно отмолить. Да, то есть отмолить не в смысле избавиться только лишь от наказания, а отмолить, то есть вот этот ущерб, который мы миру принесли, можно его исправить, можно родить других детей, можно помочь сиротам, можно помочь многодетным семьям и так далее. Вот. Ну и еще очень важный аспект брака, который пришел вместе с христианством, это монашество. Монашество, оно как раз оттеняет брак, понимаете, оно помогает понять силу брака, помогает понять ценность брака. И вместе с тем показывает, что брак – это не семья, это не конечная ценность на земле. Что все-таки это не лишь, а все-таки это школа. Это все-таки лесенка. Да? Но цель у нее другая, к этой цели с точки зрения полового поведения можно прийти и другими путями. Вот монашество показывает, что да, это тоже путь на небо. Причем святые отцы всегда говорят, что это равночестно. И здесь, вот, конечно, добродетель смирения, она так сияет, потому что человек ни в браке, ни в монашестве не может преуспеть без смирения. Ну вот и на этом я, пожалуй, завершу. Только вот еще хочу на прощание вам сказать, что 11 февраля у нас приближается собор в Коме Святых. То есть, когда мы вспоминаем 3 святителей наших, Герасима, Петерима и Иону, которые в 15 веке после Стефана Первенского занимались просвещением нашей земли. И не только наши. Они шли дальше на восток, Пермский край.
А то у нас часто так это бывает, вот это все наше, да, даже вот в отношении кладбищ, могил, вот мы все стараемся, какие-то вот оградочки, все, что для нас индивидуально, все, что для нас вот только вот наше, это свое и все. Вот. А они показывали, что не надо вот быть таким вот эгоистом, да, даже в духовном смысле, а делиться надо, посвящать надо. Человек рождается для того, чтобы отдавать все блага, которые ему от Бога даются. И вместе с ними мы будем вспоминать еще 41 коми святого, это Стефан Пермский, 40 новомучеников и исповедников землекоми посидевших. Это 20 век. Это люди, миряне, и священники, монахи, и семейные, мужчины и женщины, которые пострадали. И они нам показывают, что смерть для человека, если он в Боге живет, если он по вере живет, она может стать для него не трагедией, не поражением, она может стать для него победой. Как Христос распят и воскрес из мертвых, так и смерть человека верующего, это, по сути дела, день рождения. То есть день, когда он для вечной жизни, наконец уже оставив все свои земные печали и заботы, вот, наконец уже, так сказать, до конца очистился и уже пребывает во славе. То есть во славе, то есть в том прославлении от Бога, которое у него нет конца. Вот такие святые традиции нам открывает православная вера. Благодарим вас, отец Максим. Вот это на самом деле очень важно, что мы сегодня вспомнили 11 февраля. Это очень значимый праздник, может, о котором даже многие не слышали, а может, многие даже и не знали. Вот. Но я надеюсь, что это очень важное знание, очень важное напоминание нам всем. И вот в завершении уже нашего вебинара, вот, конечно, спасибо, уважаемые участники, за ваши добрые слова, которые вы нам тоже здесь пишете в чате. Я бы хотела еще остановиться на таком моменте. Вот на беседе с батюшкой в одной из воскресных школ прозвучало вот такое сравнение. Мы сегодня с вами рисовали солнце вместе с Ириной Николаевной. И вот Бог Святая Троица. Что это значит? И вот батюшка объяснил так. Вот солнце – это и само солнце светило, и тепло, и свет. И можно сказать, оно одно, но в 3 лицах, потому что и солнце, и тепло, и свет – это все относится к солнцу. Точно так же и Бог Троица. Бог Троица – это любовь, но это Отец, Сын и Святой Дух. Вот как бы такая аналогия, такое вот сравнение приходит мне просто сейчас вот на ум. И еще по принципу Святой Троицы устроена семья, то есть отец, мать и дети тоже, да? Есть вот эта троичность. Наверное, в этом тоже заключается какой-то очень важный духовный смысл. Как, отец Максим, вот могли бы, может быть, прокомментировать вот эту мысль? Согласен, да, потому что какая вера, такая жизнь. Такие вроде бы для нас далекие догматы, иногда мы думаем, ну зачем вот в этом все разбираться, спорить. Максима Исповедника, между прочим, его уже замучили в итоге, отрубили ему руку и язык, он отставил веру в 2 воли во Христе. А вера в 2 воли во Христе, она как раз и показывает нам, что и в нас тоже действует и божественная, и человеческая воля, а вот подчинить свою волю божественной, это и значит стать святым. Также вера в Святую Троицу. Мы не можем пройти мимо этого догмата, потому что он говорит нам о единстве в Боге и своеобразие одновременно. И это действительно учит нас любви. И в семье, и везде, и повсюду. Везде. И в обществе даже, потому что мы во всяком коллективе, мы все едины одновременно, и вместе с тем различны. Поэтому надо вникать в свою веру, вникать, погружаться, разбираться вот в этих моментах. Мы сейчас много чему лишнему учимся, много чего изучаем, такого ненужного, не спасительного даже. Как бы кто-то кроссворды разгадывает просто так для разминки ума. Читайте святых отцов, вы так разомнете ум, что никакие кроссворды с этим не сравнятся. И молитва, вот настоящая. Ум-то для чего создан? Для чего дан Богом человеку? Чтобы молиться. И любой молящийся знает, что это огромное напряжение, огромная работа ума. И это как раз обновление, освящение ума. Спасибо. Отец Максим, вот нам пишут, что мир крепок верой и знанием. И что как радостно, когда сохранено триединство в институте семьи, отец, мать и дитя. В общем-то, уважаемые участники вебинара, мы вас очень от души благодарим за то, что вы были с нами, за то, что вы прониклись нашей темой. И мы очень надеемся, что в ваших семьях тоже будет и мир, и любовь, и радость. До новых встреч. Всего вам доброго. Господь да будет с вами.